Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в стране, с начала года вступили в силу. Как началась реализация этих мер у нас в Якутии, насколько она востребована и какие еще есть региональные меры поддержки? Об этом мы сегодня поговорим с Еленой Волковой, министром труда и социального развития республики. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Давайте напомним в первую очередь нашим телезрителям, какие новые меры поддержки появились с этого года. В этом году одним из наиболее значимых решений в области социальной политики, в области мер социальной поддержки семей с детьми, конечно, является такое нововведение, как пособие для граждан с низкими доходами, для семей с низкими доходами, в тех семьях, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет. Такую меру поддержки озвучил в своем послании президент Российской Федерации в январе этого года. И семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, и если среднедушевой доход на члена семьи ниже, чем прожиточный минимум, такие семьи получат право на детское пособие, а размер этой выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. Приблизительно расчетно порядка 30 тысяч детей получат такое пособие, и порядка 3 миллиардов рублей будет направлено на эти цели. Уже начали получать эти меры поддержки? В настоящее время идет подготовительная работа. Во-первых, на федеральном уровне должны быть приняты нормативно-правовые акты, и в апреле месяце такие акты будут приняты в полном объеме. Параллельно мы ведем работу сегодня о разработке нормативно-правового акта республики, и также ведется работа по отладке межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, с федеральными органами. Для чего это делается? Для того, чтобы те заявления, которые мы начнем принимать, они принимались с наименьшим пакетом документов. То есть стоит задача эту выплату предоставлять в так называемом проактивном режиме. И сегодня отрабатывается вопрос по минимизации документов, которые потребуются от родителей. Сразу скажу, что дата приемки заявлений определена не позднее 1 июля 2020 года. Наши родители смогут уже подать заявление, во-первых, через Управление социальной защиты традиционно, конечно, через многофункциональные центры и через государственный портал государственных услуг. То есть не позднее 1 июля такая работа уже начнется по приему заявлений. А вот сейчас много ли обращений поступает в адрес социальной службы по этому поводу? Интересуются люди? Конечно, люди интересуются, обращаются и в наши социальные сети, и мы, безусловно, даем соответствующие разъяснения. Можно подписаться на сайт, точнее, такую информацию получить как на сайте Министерства труда и социального развития, так и подписаться на все наши социальные сети, где такую информацию мы периодически предоставляем. Это мы сказали о федеральных мерах поддержки. Вот какие региональные программы для семей с детьми действуют и какие добавились с этого года? Здесь, конечно, необходимо остановиться на реализации национального проекта, который у нас реализуется уже с 2019 года, национальный проект «Демография». И какие новые меры? Да? Во-первых, это поддержка семей при рождении первого ребенка. Вы знаете, что с 2018 года была введена такая дополнительная мера, как ежемесячное пособие для семей при рождении первого ребенка, размер которой составляет прожиточный минимум. Самое важное нововведение этого года – эта выплата продлена до 3 лет. Она ранее выплачивалась до 1,5 лет, сегодня она уже продлена до 3 лет. То есть в тех семьях, в которых первенец уже достиг
1,5 лет, например, в 2019 году, такие семьи также могут обратиться в наши службы. Соответственно, при соблюдении всех условий такая выплата будет продлена до 3 лет. И что немаловажно, повышен критерий нуждаемости. Если ранее такая выплата предоставлялась семьям, чей среднедушевой доход на члена семьи составляет не более 1,5-кратной величины прожиточного минимума, то сейчас эта планка повышена до 2 прожиточных минимумов, что существенно, по нашим оценкам, должно расширить охват таких семей. Кроме того, также в послании президента страны озвучена такая значимая дополнительная мера – это введение федерального материнского капитала уже при рождении первого ребенка. То есть в тех семьях, в которых родится первый ребенок после 1 января 2020 года, получит право на федеральный материнский капитал. И его размер составит 466 тысяч рублей. Ну а уже при рождении второго ребенка этот материнский капитал еще увеличится на 150 тысяч рублей. Вот такие вот нововведения в рамках национального проекта будут с 2020 года. Елена Александровна, вот помимо денежных выплат, какая еще поддержка оказывается семьям при рождении ребенка, ну и молодым семьям? Здесь хотелось бы акцентировать внимание на поддержке, направленной на улучшение жилищных условий. При рождении детей именно для Дальневосточного федерального округа с прошлого года введена такая мера, как льготные ипотечные кредиты. Если в семьях родился второй или последующий ребенок, после 1 января 2019 года, они имеют право претендовать на льготный ипотечный кредит под 5%. То есть эта программа работает на территории Дальнего Востока, и она осуществляется через кредитные организации. И, конечно, такая значимая программа, которая введена в конце прошлого года, это дальневосточная ипотека уже для молодых семей до 35 лет. Она не ограничена, то есть по рождению детей таких условий нет, а только по возрастному цензу. До 35 лет молодые семьи имеют право претендовать на такую льготную ипотечную программу под 2%. Также хотелось бы напомнить, что с конца прошлого года президентом страны принято решение о поддержке семей, в которых родится третий или последующий ребенок. Также введена программа через кредитные организации, и такие семьи смогут направить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. Ну, в Якутии у нас сохраняются традиции многодетности, и на какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи, и какие возможности дает республиканский закон о статусе многодетных семей, который приняли летом прошлого года? Хотелось бы отметить, что, конечно, социальная политика, она ежегодно вводятся какие-то дополнительные меры, она совершенствуется, не стоит на месте, и принимаются решения и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. К примеру, остановлюсь на нововведениях. С прошлого года федеральным законом введены налоговые льготы для семей, имеющих 3 и более ребенка до 18 лет. Эти налоговые льготы предоставляются этим семьям по налогу на имущество, то есть это дачи, это квартиры, это жилые дома и на земельные участки. В настоящее время мы отрабатываем с Федеральной налоговой службой также по предоставлению этих налоговых льгот, как я уже сказала, в проактивном режиме. На основании данных, которые сегодня у нас есть в нашей адресной системе выплат, мы предоставляем эти сведения в налоговую службу, и налоговая служба уже по нашим данным в проактивном режиме назначает такие налоговые льготы. Но есть семьи, которые не получают меры, не значатся получателями социальной поддержки. Соответственно, они должны обратиться уже в налоговую службу для того, чтобы им были назначены такие налоговые льготы. А вот бывают такие случаи, что семья не попадает под действующие меры поддержки. Вот как в таком случае помочь, если семья нуждается?
Есть на сегодня и не первый год реализуется программа у нас в республике в виде предоставления адресной государственной социальной помощи на основе социального контракта. То есть это не ежемесячная поддержка, это единовременная выплата, которую семья может направить, во-первых, на развитие личного подсобного хозяйства, либо на ведение собственного дела. То есть, исходя из возможностей семьи, значит, исходя из трудового потенциала, да, исходя из, значит, их, так скажем, пожеланий, такая семья может обратиться в управление социальной защиты, либо в орган местного самоуправления по месту жительства и подать заявление на получение такой адресной помощи. Соответственно, комиссия, значит, при органе местного самоуправления рассматривает, во-первых, рассматривает тот проект, который семья, значит, предлагает, да, реализовать, рассматривает нуждаемость этой семьи и уже принимается решение. Средний размер такой помощи составляет на сегодня в среднем 180 тысяч рублей. Вот в прошлом году порядка 1500 семей такую помощь получили, направили на, как я уже сказала, на 2 направления. И, в общем-то, мы сегодня оцениваем, что данная помощь наиболее востребована среди вот тех семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ну и наиболее эффективна. Ну и давайте в завершении нашей беседы поговорим о поддержке семьи. Вот насколько сегодня для молодежи ценный семейный устой и как, на ваш взгляд, их нужно популяризировать? В республике сложились традиции очень хорошие именно по популяризации семейных ценностей. И, конечно, в первую очередь мы чествуем наши многодетные семьи. Целый, значит, есть перечень государственных наград, да, которые сегодня, значит, наши многодетные мамы удостаиваются таких государственных наград. Это мать-героиня. Это когда мама сегодня воспитывает 10 или более детей. Есть такой государственный знак, как материнская слава. Это, конечно, наши праздники семейные. Да? В первую очередь, это День мамы. В республике у нас очень хорошая традиция. Целый месяц, да, посвящен именно матерям. Декада, да? Целый месяц на территории всей республики проводятся мероприятия именно когда мы чествуем своих матерей, и, конечно, это является одним из таких очень серьезных направлений по популяризации семейных ценностей. Елена Александровна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. В гостях у нас была Елена Волкова, министр труда и социального развития Якутии. Оставайтесь с нами.